Традиционные новогодние мероприятия, елки, приемы, концерты и корпоративы в этом году не состоятся. Об этом заявила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. В избежании массовых заражений коронавирусом новогодние каникулы лучше провести в кругу семьи. Но вместе с тем мэрия не отказывается от планов украшения улиц, площадей и фасадов домов. Узнал мнение сыктывкарцев Евгений Стокас. Без суеты и пробок, новогодних распродаж, гирлянд, снеговиков и елок. За 1,5 месяца до главного праздника на улицах столицы на него нет пока даже намеков. Коронавирус внес серьезные коррективы в планы властей столицы. Со специальным объяснением выступила мэр Наталья Хозяинова. В связи с непростой ситуацией по коронавирусу в этом году отменяются традиционные новогодние мероприятия – елки, приемы, концерты, корпоративы и так далее. Это вынужденная, но необходимая мера. Призываю горожан провести каникулы в кругу семьи. Не забываем про маски и перчатки в общественных местах. Больше проводите времени на улице. Но ощущение праздника все же сохраним, уверенно заявляют в мэрии. И Сыктывкар уже готовится. Улицы города украсит праздничная иллюминация. На Стефановской площади обустроят новогодний городок, проект которого уже представлен. Всю площадь разделят на 5 зон. Волшебный сад для отдыха, центральная фотозона с Дедом Морозом и Снегурочкой, игровой ледяной лабиринт, под главной новогодней красавицей место для хороводов, а вот каток в форме стадиона с разметкой для хоккея с мячом увеличится в размерах и переместится ближе к главпочтамту. Без новогодних елок, конечно, никуда. Натуральных и искусственных красавиц установят в разных частях Сыктывкара и пригородных поселках. Вместе со Стефановской площадью в разных частях города будет установлено и украшено 16 елок. Новая искусственная ель высотой 12 метров будет установлена в микрорайоне Орбита на Покровском бульваре. По просьбам жителей микрорайона Давпан в этом году искусственную елку установят по адресу улица Морозова, 118. Также искусственные ели появятся в Краснозатонском на площади Чапыгина, в местечке Сосновая Поляна, Верхнем Оксаковке, Ситкыркаще, Лесозаводе, Верхнем и Нижнем Чове, а также в Эжве по улице Славы, на Слободской площади и в микрорайоне Строитель. Полюбившийся многим арт-объект в форме гигантского новогоднего шара установят на парковке у Дома быта. С 13 декабря заработает праздничная иллюминация, спустя 2 дня откроются елочные базары и новогодние ярмарки. А работы на Стефановской площади завершат к 24 декабря. То есть посмотреть будет что. При этом отмене массовых торжеств жители столицы, видимо, не сильно расстроились. Может, пойду в гости к родственникам, но там чисто свой круг узкий. Ну. Праздничное настроение-то есть как? Ну, как бы так, да, немножко скучновато, конечно. Каждый Новый год вообще не хожу никуда, все эти клубы, бары, но это для чего? Это Новый год семейный праздник. Вот, поэтому, конечно же, дома. Дома с родителями, с друзьями, с семьей. В гости, конечно, мы же не поедем, не получается у нас никак. Все детки собираются всегда. Уже очень много лет у нас дома. У вас дома? А да. Настроение это есть у вас? Конечно, у меня же елка стоит. Власти столицы предпримут все возможное для недопущения массового скопления людей. Под вопросом и новогодний салют. В случае улучшения эпидемситуации открытие главной елки столицы на Стефановской площади планируется 26 декабря. Евгений Стокас, Алексей Корчма, Олег Остромин, Юрген, Сыктывкар.